Шихотов Владимир Семенович, председатель Алматинского городского филиала Ассоциации русских, славянских, казачьих организаций Казахстана, атаман Союза казаков Семиречья, член Ассамблеи народа Казахстана. Мы буквально в прошлом году отметили 150-летие семиреческого казачества у нас в Казахстане, в Семиречье. Это 1867 год. Это дата образования семиреческого казачьего войска. Казачество появилось в Семиречье еще раньше, поскольку 9 и 10 округа сибирского казачьего войска, вот они первые пришли сюда. Ну, все это было связано по тем временам, да, с тем, что обращались представители джузов, казахских джузов, к представителям российской государственности, да, и вот совместно, общими усилиями этот край Семиречья, он приобрел и спокойствие, и вот безопасность для проживания. В 1860 году вот как раз состоялась Узнагачская битва, в которой вот плечом к плечу казахские джигиты и казаки отстояли вот независимость этого края от Каканского ханства. Дело в том, что очень большие проблемы были, когда прошла революция, и первые, образно говоря, можно сказать, под топор попали казаки, поскольку вот, у них практически все было, воля была, да, вот, самоуправление было, вот, и весь уклад, который не соответствовал новой власти, он был нарушен, то есть необходимости не было в нем. Поэтому у нас в каждой станице практически есть поклонный крест. Любое мероприятие, там проводится лития, казаки отдают должное вот, памяти предкам, которые пострадали и от репрессий, и которые погибли в период Великой Отечественной войны, защите Отечества. То есть вот, поскольку долг казака защищать, поэтому в этом плане очень много людей, которые вот отдали свою жизнь. Ведь не секрет, что Памфиловская дивизия, она практически на 80% состояла из представителей казаков Семиречья. В 1990 году впервые состоялся объединительный круг в Москве, где были представлены все казаки, ну, с некогда исторических казачьих войск, можно так сказать. На нем был избран атаман Мартынов Александр Гаврилович, который вот координировал деятельность. Ну а затем, с момента обретения Казахстаном независимости, вот, суверенитета, казачество семиреческое стало возрождаться в рамках закона Республики Казахстан. И с появлением Ассамблеи народа Казахстана, 20-летие, которое мы уже отметили несколько лет назад, вот, казачество полноправным членом вошло в состав Ассамблеи народа Казахстана. Большая работа у нас проводится по возрождению традиций казачьих. Большая работа проводится по помощи и возрождению храмов православных. Вот, совсем недавно, в этом году, все услышали, сгорел храм в Алматинской области, это в поселке Тургень. Вот, мы вот сделали 2 субботника, хорошо во славу поработали. Но еще раз повторюсь, что все мероприятия, которые мы проводим, мы обязательно берем благословение нашего владыки митрополита Александра. Поэтому, слава Богу, у нас в этом плане все получается.
Ну, казаки от казаков ведутся. То есть первое, в любом случае, чтобы казака приняли, он должен иметь корни казачьи. Что-то должно у него быть обязательно. Вот. Другое дело, что сейчас вот у нас общественное объединение. И по уставу любой гражданин Республики Казахстан, изъявивший желание, он может как бы вступить в общественное объединение. Вот. Но для этого он должен разделять традиции, то есть уважать традиции, любить культуру вот, казачью, то есть интересоваться ею. Поэтому у нас, например, есть в уставе годичный испытательный срок, когда казака проверяют на его готовность служить тем идеалам, которые вот у нас они провозглашены. Да? После этого, когда год проходит, правление, совет стариков собирается, вызывает этого претендента на вступление и спрашивает, проводит беседу с ним на вот его готовность, исходя из того, что его уже посмотрели, готов ли он жертвовать чем-то. Вот, ведь это общественное объединение, здесь нужно жертвовать своим временем вот, во имя достижения целей общественного объединения. Вот, готовность прийти на помощь, поддержать, взаимовыдержка, да? Взаимоподдержка. Здесь вот традиции казака, пострига казака, когда его принимают в казаки. Есть такая процедура таинства венчания. Казаки у нас обязательно венчаются, что это укрепляет брак, укрепляет вот духовность. И семьи, естественно, крепче, они более многодетные. У нас несколько семей казачьих имеют по 8 детей многодетные, вот матери, которые алтын-алка имеют. У нас обязательно, если выходит после венчания из храма, там, под шашками пропускают, это вот под защиту берут казаки. Под специально покров, вот рушник есть такой вот. Вот это достаток, это вот, как бы сказать, по линии казачек все, как бы, чтобы действительно был достаток, мир, согласие. Вот. Под попахами это вот наделяют именно вот теми полномочиями казачьими эту семью. Ну и вот самое основное, что казачья семья, она вливается в семью общую. И когда вот проводятся наши мероприятия, то обязательно участие детей, казачек, чтобы они впитывали, смотрели, чтобы взаимообогащались. Вот. Здесь что важно? Вот, в традициях у казаков, вот где бы они ни находились, основное знание традиций, обычаев того народа, с кем они проживают. Естественно, в основе своей это воспитание. Воспитание казака с детства начинается как воспитание защитника Отечества. Если вот говорят, что кто-то пашет, кто-то сеет, там, обычно к мужикам, вот. Но казаки пашут, они сеют и они готовят защитников Отечества. Молодежь, согласно традициям, у нас занимается спортом, владеют шашкой, сидят прекрасно в седле. У нас очень много этих видео, сюжетов, которые в интернете. Празднование у нас есть такой постриг казака, когда впервые мальца садят в седло, вот, впервые одевают лампасы, впервые вот, особое внимание казаков, обязательно с участием членов Совета старейшин. Вот, все это красочно проходит. Молодежь наша участвует в различных форумах. Вот, буквально в прошлом году приняли в Севастополе, был международный форум «Казачье единство». Наша делегация в составе 5 человек приняла участие, и вот в том многообразии казачьих команд мы оказались одними из лучших. Наш флаг Республики Казахстан был везде,
Вот, отношение к нему такое, так можно сказать, трепетное. Молодежь рассказывает, как мы живем в Казахстане, вот, что у нас есть ассамблея, роль нашего Ельбасы вот, в укреплении мира, согласия, в процветании нашего государства суверенного. Наш представитель уже начинает свое выступление на казахском языке. Тем самым привлекает внимание, да? Вот, поэтому вот те обычаи, которые у нас есть, да, что обязательно нужно курендек сделать, да, подарок, когда кто-то что-то приобретает. Вот они настолько впитывают, они вот эти традиции, они несут туда. Они отличаются особым вот именно радушием. Вот, они берут и готовят. Вот, например, все уже разбрелись в гостинице по своим местам, там есть лужайка, наши собираются, начинают готовить там шашлык, начинают всех звать, всех угощать. Вот. И вот то, что наши из Казахстана, то есть вот это производит особое впечатление. И доходит до того, что выражают желание переехать к нам, казаки. Вообще такие случаи были. Но, значит, здесь в чем особенность? Самое большое наказание для казака было, когда его изгоняли из станицы. Просто казак, если нарушил каноны, вот, даже те заповеди, основные заповеди, вот, не убей, не укради и так далее, заповеди Божии, да, вот, или проявил какую-то трусость, недостойный поступок сделал, ему плевали в ноги и говорили: все, казаки снимают ответственность за тебя, то есть тебя уже не считают членом семьи. И если у нас кто-то провел себя недостойно, то есть можно сказать, что он исключается из организации, и за него уже ответственность никто не несет, у него пятно уже может быть, ну, естественно, пожизненно. Поэтому это самое строгое, то есть где-то мы останавливаемся на предупреждении. То есть есть в казачестве, как вы знаете, и старики могут применить особые, так сказать, методы воздействия воспитательные. Вот. Но до этого очень редко доходит. Поэтому вот то отношение, которое возможно по отношению к провинившемуся, самое крайнее, оно бывает очень и очень редко. Поэтому казаки стараются вовремя остановиться, вовремя исправиться и попросить прощения у стариков, вот за, если где-то, ну, могли позволить себе небольшое отступление. Поэтому все это очень строго, и вот в этом плане все очень серьезно. Конечно же, основа казачья – это совет стариков. Это хранители традиций, обычаев казачьих. В настоящее время у нас в совет стариков входит около 11 старейшин. Вот. У нас по обычаям мы называем старики. Старики – это уважаемое, то есть слово. Буквально недавно мы проводили в последний путь не дожившего 3 месяцев до столетия уважаемого Габаса Жуматовича Жуматова. Вот, человек легендарный, закончил войну в 5-м гвардейском казачьем кавалерийском корпусе. Практически в условиях боевых действий его казаки приняли в казачество. Вот, светлый человек. Начинал войну в защите Брестской крепости, укрепрайон в районе Брестской крепости. Участник парада в 1941 году, легендарный парад вот, под Москвой. И вот тот легендарный путь, который он прошел в составе казаков, ну и те воспоминания, те его напутствия, которые вот он успел передать молодежи, они всегда с нами. Такие люди, они вот и дают направление, импульс возрождению казачества. Второй старейшина у нас очень уважаемый, ныне здравствующий, 97-летний Василий Леонидович Жовтый, кавалер ордена, французского ордена, высшего ордена почетного легиона. Вот. Человек, который прошел войну
и знает, как казачество проявило себя. Вот в многочисленных интервью он это все подчеркивал. Я представился, что я являюсь атаманом Союза казаков Семиречья. Это региональная организация. Вот, в нее входят 4 региона. Алмата, Алматинская область, Южно-Казахстанская, а теперь уже в связи с тем, что там появилась Туркестанская новая область, но это уже дальнейшие, так сказать, наши все эти юридические моменты, и Восточно-Казахстанская область. У нас по уставу есть конференция, большая конференция, да, по казачьи у нас большой круг. Большой круг, он избирает атамана, он избирает руководящий состав, вот, и утверждает новый состав, то есть дополняет совет стариков, старейшин. Да? Вот, по уставу у нас совет стариков, если избрали старейшину, он на всю жизнь, пожизненно находится и пользуется привилегиями. Вообще совет старейшин, он наделен особыми правами. Если проводится круг и что-то идет не по обычаям, старики встали, ушли, все, решение круга незаконными являются. Вот. Последний круг, который меня избрал атаманом на 5-летний срок, у нас в уставе 5 лет, прошел 5 ноября 2017 года, то есть получается, что скоро год, как у меня продлена должность атамана. Вот. Поэтому здесь все очень серьезно. Отмечаем мы очень здорово наши праздники, которые связаны с возрождением казачества, с возникновением семиреческого казачества. Его проводим мы и в поле, и на сценах. Вот. Нас очень здорово поддерживают наши братья, казачьи ансамбли из Семипалатинска, казаки Прииртышья. Вот, они у нас были буквально в этом году на Дне единства народа Казахстана и выступали на большой сцене перед Дворцом Республики. Вот, они приезжали в прошлом году, когда мы отмечали наше празднование возрождения казачества. Уезжает под большим впечатлением, поскольку акимат Ассамблея народа Казахстана уделяет внимание как гостям. У нас всегда программа культурная есть. Мы показываем наши достопримечательности, Чембулак, Коктюбе, наши пригороды. Поэтому под впечатлением у нас остался и народный ансамбль из Павлодара, иртышские казаки, которые были у нас на Наурыз. Вот эти праздники у нас особо отмечаются и особо казаками поддерживаются. И вот они, хотя участвуют во многих концертных программах, выезжают за рубеж, но нашим радушием, нашим приемом они восхищены. И все их восхищения, отношения отражаются в газетах, материалах газеты «Вестник», АРСК. Великолепные праздники мы проводим, связанные с Днем Казачки, матери. Этот праздник у нас проводится в декабре, и он приурочен к празднованию вхождения в храм Пресвятой Богородицы. И обычно, если попадает в воскресенье, то 6 декабря. Так мы его сдвигаем на ближайшее воскресенье. На этом празднике у нас всегда практически нет свободных мест. Казачек мы чествуем. Программа довольно-таки интересная, с привлечением этнокультурных объединений, с привлечением их программы, национальных программ. Масленица практически тот праздник, который мы задаем тон, она, естественно, проходит под эгидой ассоциации русских, славянских казачьих организаций, да? Но основной такой костяк, конечно, это казаки. Казаки, которые могут зажечь, казаки, которые владеют танцем, песней. Казачья лезгинка у нас вообще воспринимается очень здорово и, так сказать,
теми народами, которые лезгинку танцуют, но у нас она еще, так сказать, с применением шашки, вот особый колорит носит, поэтому это все подчеркивает. И президент, и аким города с удовольствием всегда, с большим огромным желанием оценивают и видят, что казаки достойно себя показывают и вообще являются образцом толерантности. Следующий год у нас будет такая знаменательная дата, это 200 лет со дня рождения генерал-губернатора Колпаковского Герасима Алексеевича. Это мероприятие, конечно, оно знаковое, ведь даже энциклопедия Алматы, заслуги Колпаковского Герасима Алексеевича, очень большой уделено объем информации, поэтому вот мы сейчас готовимся. Как я вам говорил, что на форуме «Казачье единство» в Севастополе наша команда оказалась одной из лучших. То есть с терскими казаками на уровне, вот если танцевать лезгинку, пожалуйста, если показать какие-то спортивные упражнения в состязаниях, наши на уровне. Вот. И в связи с этим даже получили приглашение принять участие в выпуске первого казачьего университета в Москве на Поклонной горе. Вот они поучаствовали, наладили контакты. После этого нам на 150-летие приезжает ректор по работе с казаками этого университета, казачьего университета. Мы договариваемся, отправляем на бюджетной основе абитуриентов, их принимают, и они сейчас являются в университете одними из лучших. То есть я связываюсь с ректором, ректор хвалит и говорит, что думали, что 70 казаков нет уже, а они есть, и с такими традициями, с таким вот подходом, что они отличаются и в спорте, отличаются в общественной жизни. Они участие принимают в телевизионных передачах. Мы второй год на бюджетной основе отправляем казаков обучаться специальностям, которые будут востребованы у нас в республике, и с условием их обязательного возвращения. Но поскольку основная задача у нас воспитание казахстанского патриотизма, то мы не сомневаемся, что молодежь вернется, но наша задача к этому времени подготовить им рабочие места, чтобы они были востребованы. Сейчас мы тесно работаем с этнокультурными объединениями Республики Казахстан. В Алмате у нас уже 40 этнокультурных объединений, которые друг друга поддерживают, друг друга взаимообогащают традициями, обычаями. Поэтому все у нас в этом плане насыщено. Буквально совсем недавно мы поучаствовали в селе Масанчи, в Джамбульском районе. Мероприятие было посвящено 140-летию проживания дунган в Казахстане. Очень здорово было организовано. Ну и представители нашего дунганского этноса были очень рады видеть нас, поскольку всегда у нас любые мероприятия, которые мы проводим, мы всегда приглашаем наших братьев из других общественных этнокультурных объединений. Конечно, не все гладко у нас происходит, даже в последнее время бывают там различные выпады, которые не иначе как провокационными не назовешь. Мы четко реагируем на все это, даем свое отношение, выражаем свое отношение и всегда подчеркиваем, что для нас казахстанский патриотизм – это основа. Для нас главное укрепление суверенитета Республики Казахстан, независимости. И мы всегда подчеркиваем, что мы являемся надежной опорой нашего президента, нашего Эльбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева. У нас в заповедях казачьих об этом говорится, что когда, например, выбирает атамана и при равном количестве побеждает тот, кто знает язык местного народа. То есть это обязательное условие. То, что если казак защитник Отечества, то важно в нем воспитать любовь к Отечеству, любовь
той земле, которой он живет. Я не случайно сказал, что знание языка оно необходимо казаку. И сейчас мы государственную политику в отношении изучения государственного языка мы поддерживаем. У нас даже сейчас в данный момент 2 группы изучения казахского языка. Большинство из их состава – это молодежь. Но самое примечательное, что председатель Совета стариков, наш Попов Валерий Рафаэльевич, он посещает практически каждое занятие, как бы ни было сложно, изучает, является примером того, что как нужно относиться к данной задаче, которая стоит перед вообще гражданами Казахстана о изучении, освоении государственного языка. Вот так мы живем, согласно обычаям, традициям, возрождаем свое, впитываем и аккумулируем все, что есть лучшее у тех народов, которые проживают вместе с нами, с кем мы вместе проживаем. И особенно чувство благодарности казахскому народу, народу, с которым мы хлеб-соль разделяем уже на протяжении нескольких веков, с народом, которым мы защищаем те земли, на которых мы проживаем, как наш говорит владыка митрополит, благословенная земля Казахстана, политая кровью огромного количества мучеников. Это земля, на которой будет царить мир, согласие, взаимопонимание. Лучше той атмосферы, которая у нас царит, наверное, нужно поискать, где может быть лучше. Поэтому то изречение, говорит, где родился, там пригодился, оно для казаков особенно принимается. Поэтому программа, как я говорил, Туган-Жер, родная земля, то есть для нас она является основной, и поэтому мы все на своих местах должны приносить пользу, возрождать, укреплять. И выражаясь словами президента, он говорит: «Ел бірлігін сақтау, және нагайту, ен жоғарғы адамгершілік». Поэтому коротко укреплять и сохранять единство – это высшая добродетель, которая должна быть, и которой соответствуют казаки семиречья, тем они живут, то они должны и нести в своих сердцах, в своих душах это мир, согласие и укрепление нашего общего государства, нашей Родины, суверенного Казахстана, Республики Казахстан.